Доброе утро! Бодрый, любопытный, познавательный, где-то поучительный, местами смешной, но всегда добрый эфир врывается в наше утро. Меня зовут Полина Долинская, и мы после 3 дней праздника врываемся в рабочую неделю. А впереди всего лишь 4 рабочих дня. И если у вас будет хорошее настроение сегодня с утра, то, поверьте, пройдут они совсем незаметно. И чтобы настроение было на подъеме, мы готовы рассказать о таком, что обязательно будет и полезным, и нужным для вас. Итак, как обезопасить свои денежные средства от мошенников? Какие новые способы появились в арсенале у злоумышленников? Спросим сегодня у представителя Национального банка. Заглянем в Забайкалье на конкурс «Стригалей». А в рубрике «Говорим правильно» узнаем о том, почему важно в письме и в речи употреблять букву «ё». Многие сейчас готовятся к национальному празднику ИСЭХ, и мы поинтересовались, какие модные тенденции появились в современном национальной одежде и откуда на самом деле родом якутское платье «Холодай». И это еще не все, о чем мы сегодня вам расскажем. Так что смотрите нас в нашем эфире. Задавайте вопросы нашим гостям, создавайте настроение вместе с нами, поздравляйте своих родных и близких с праздниками. А для этого вам нужно перейти по QR-коду на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Подписывайтесь, узнавайте последние актуальные новости, а также пишите к нам по номеру телефона 914 273 44 88. Создавайте это утро вместе с нами. А сейчас самая последняя и актуальная информация о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в центральных районах в это утро температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. В Заречной группе 9-13 со знаком плюс, а в южных в Алдане в это утро плюс 9. В Нерюнгри плюс 11. В Вилюйской группе от 9 до 12 выше 0, в Нижнеленских 11-14. В западных в это утро в Ленске плюс 7, плюс 14 в Мирном. В Колымо-Индигирской группе улусов 9-19 градусов со знаком плюса, в Янских 9-15, а на северо-западе наконец-то потеплело в Тиксе. Плюс 12. В Саскалахе плюс 15. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 13 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер дует южный со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер подует южный с порывами от 3 до 8 метров в секунду. При грозе порывы от 9 до 14 метров. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса. Если бы я была бы блогером, то сегодня бы я отмечала свой профессиональный праздник. Между прочим, он так и называется – День блогера. Но, к сожалению или к счастью, я только ведущая. Мы поздравляем всех блогеров, которые причастны к этой дате, которых мы даже не знаем, но которые каждый день стараются себя такими считать, а также создают годный контент. А идея отмечать этот день родилась в 2004 году. И тогда 500 человек из более чем 40 стран объединились и решили, что им нужен свой день. Своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира. Какими датами и событиями отмечается 14 июня в календаре, мы узнаем далее. На календаре 14 июня. Сегодня Всемирный день донора крови. Международный день блогера. По народному календарю сегодня Устин брусничные губы. Если небо было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля в этот день, считалось, что рожь уродится густой и спелой. Этот день в истории. В 1834 году в США запатентована наждачная бумага. А в 1897 году в этот день в Российской империи законодательно был запрещен воскресный труд. В 1909 году, 14 июня, состоялось официальное открытие Кавказской ривьеры, родоначальницы многочисленных санаториев, действующих в сегодняшнем Сочи. В этот день в России состоялось открытие финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года. 14 июня родились Шарль Кулон, французский физик, военный инженер; Александр Островский, русский драматург;
В этот день также увидел свет Петр Лавров, русский философ, идеолог народничества, социолог. Николай Рубинштейн, русский пианист, дирижер, педагог, основатель Московской консерватории. Федор Токарев, советский конструктор стрелкового оружия. В этот день также родился Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер, командант революции на Кубе. А также Станислав Говорухин, советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, общественный деятель. Именины сегодня у Василия, Веры, Виктории, Гаврила, Давида, Дениса, Ивана, Павла. Меньше чем за полгода якутян похитили около 118 миллионов рублей, совершили почти 1000 преступлений, и все это было произведено дистанционно. Мошенники придумывают все новые схемы обмана граждан. Предупрежден, значит вооружен. О таких способах нужно знать и как не попасться на уловку злоумышленников, сегодня мы поговорим с нашим гостем. Антон Анатольевич, доброе утро. Антон Коноплев, управляющий отделением Национального банка по Республике Саха-Якутия, Дальневосточного банка России. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как вот так получилось, что вот это большая сумма, 118 миллионов, была похищена меньше, чем за полгода. Вот какие новые схемы придумывают аферисты для обмана граждан? Да, к сожалению, наши граждане попадают в эти схемы, и вот как вы уже назвали, это очень большая сумма ущерба. Граждане не успевают освоить или выработать защиту от уже сложившихся методов, да, как мошенники придумывают новые, используют новые обстоятельства. Основным каналом воздействия на граждан остается телефонный звонок, и вот в этом случае граждане должны проявлять особую осторожность. Я расскажу о некоторых таких сценариях базовых, которые появились в последнее время. Ну, первое, это когда были введены ограничения на возможность оплаты по картам международных платежных систем, это Visa, MasterCard. Стали предлагать открыть счет в зарубежном банке за небольшую плату и получить либо виртуальную карту, либо карту по почте. Ну, это с целью обезопасить имеющиеся накопления, да? То есть мы открываем счет в зарубежном банке якобы, и после чего осуществляем платежи в интернете и на различных там интернет-площадках. Самые предприимчивые еще предлагают пройти собеседование у этих работников банка. С какой целью? Ну, как будто с вами знакомятся, проверяют вашу там, ну, условно говоря, надежность, состоятельность, потенциал. Да, после чего это все, конечно, платные услуги. То есть за это берутся деньги, за собеседование денег берут побольше, деньги куда-то уходят, естественно, гражданин ничего не получает. Другая схема – это игра на страхе утери своих данных о счетах, о картах. Ну, звонок начинается с того, что объявляется, что в банке была утечка данных, и вам нужно проверить, не попали ли ваши данные в состав вот этих вот утекших данных. Предлагается пройти на сайт или ввести данные по телефону, и эти данные, значит, как будто бы проверяются. Вот. Ну, как только вы вводите эти данные, номер счета или номер карты, они становятся доступны злоумышленнику. Естественно, после этого идет атака на ваш счет, и деньги опять же уводятся. Ну, еще из новых схем можно привести такую, как боязнь человека снять наличные деньги, да? Либо рубли, либо валюту. Тоже предлагается настойчиво, значит, перевести свои деньги со своего счета, либо с счета карточного, либо расчетного счета на какой-то специальный счет, защищенный, с которого потом можно будет снять наличные деньги без всяких ограничений и так далее. Но я бы сразу хотел сказать, что никаких специальных счетов не существует. Эти счета придуманы мошенниками исключительно для введения граждан в заблуждение. Ну а в качестве примера хотел бы рассказать такой случай, который произошел с нашим земляком, он из Мирного. Это произошло буквально недавно. Значит, как это все начиналось? Ему поступил телефонный звонок, на котором автоответчик надиктовал ему, что телефон, который привязан к его счету, значит, изменяется. Ну, человек запаниковал, там предлагается перейти уже к оператору банка,
Вот он, значит, нажал кнопку, перешел к этому менеджеру, и менеджер начал с ним работу. Он убедил его в том, что происходит хищение, что нужно, значит, оформлять кредит, встречный кредит, это так называется на сленге мошенников. Гражданин, значит, во-первых, сообщил свои данные, во-вторых, оформил кредит и перевел деньги на счет мошенников. Естественно, с его счета деньги были украдены и кредит. Еще и кредит дополнительно и был еще на это дополнительный взят. кредит он взял и тоже деньги перевел, потерял. Общая сумма вот такого потери средств более 1 000 000 рублей у этого человека составила. Ну, это действительно немало. А бывает ли такое, что сам банк, который является хранилищем денег уже какого-то из клиентов, он видит, что происходят какие-то подозрительные движения по счету? Может ли он сам выйти как раз-таки на своего клиента и сообщить, что что-то здесь не так? То есть как-то пресечь вот это вот злоумышленников? Да, банк осуществляет контроль. Ему введено такое, он это, значит, но он смотрит поведенческие такие, ну, события, То есть сам которые он не происходят. отменяет платеж? Сам он не может отменить платеж, он может его только приостановить. После чего выходит на гражданина и спрашивает: вы осуществляете платеж, мы проводим его или нет? Все, что может спросить банк. Он не спрашивает ни номера счетов, ни какие там коды доступа, ничего такого. Вот такая приостановка перевода может быть до 2 дней, это предусмотрено законом. И я бы хотел обратить внимание, что это не блокировка счета, это приостановка отдельной операции. Ну, такое может быть, человек вот платил там по чуть-чуть, а тут, значит, загоняет, ну, большую сумму, ну, там, как для каждого своя сумма, ну, необычно большую сумму, например, на какой-то электронный кошелек. Ну, естественно, это вызовет подозрение у банка. Он обращает на это внимание и старается защитить гражданина от таких вот случаев. 2 дня, как правило, хватает, чтобы на холодную голову принять решение. Уже обдумать. Обдумать и сказать: нет, эту операцию можно приостановить. Иногда такое помогает. Антон Анатольевич, большое спасибо. Мы сейчас прервемся на небольшой новостной блок, и после этого мы узнаем, как же обезопасить себя и не попасться на удочку мошенников. Я напоминаю, что с нами в студии Антон Коноплев, управляющий отделением Национальным банком по Республике Саха-Якутия Дальневосточного банка России. Вы также можете участвовать в нашем эфире и задавать свои вопросы нашему гостю. Переходите в наш телеграм-канал «Утро Якутии» либо по номеру 914 273 44 88. Доброе утро, в эфире новости. Осталось несколько дней до начала приема документов в высшие, средние, специальные, профессиональные учебные заведения. В этом году в СУЗах выделено около 6,5 тысяч бюджетных мест. Из них после 9 класса около 3,5 тысяч. Как отмечают в приемных комиссиях, в этом году ожидают серьезную конкуренцию среди абитуриентов. Потому как в СУЗы можно поступить без экзамена, только по итогам аттестатов. В этом году абитуриенты могут сдать документы в традиционном формате. Работа приемной комиссии начнется 20 июня и продлится до 10 августа. В городе Якутске конкурс очень большой. Колледж связи, энергетики, финансово-экономический колледж, медицинский колледж. Да, туда поступить, ну, средний балл аттестата, когда смотрят, там 4,5, 4,8, иногда даже 5 баллов. То есть круглые отличники туда попадают. Поэтому ребятам рекомендую оценить трезво свои силы и заранее уже ориентироваться, потому что у нас есть и хорошие колледжи в промышленных районах, это в городах таких как Нерингри, Алдан, Хандыга, там все условия созданы, там общежитие есть, хорошие колледжи, и очень тесная связь с работодателем. Спасать жизни благородно. В рамках всероссийской акции «Путь донора» в городском парке культуры и отдыха состоялось открытие донорского фестиваля. Этим ознаменовался старт недели донора, во время которой каждый может спасти чью-то жизнь и получить за это приз. Цель нашей акции заключается в популяризации донорства среди населения и привлечении, получается, простого населения к основам донорства.
Вот. И вообще донорство, оно, конечно, очень актуально, ведь оно является единственным спасением для кого-то. И, конечно, когда человек спасает кому-то жизнь, отдавая свою кровь, это, конечно, вообще благородное дело, я считаю, и это является проявлением милосердия. Увековечена память. В Якутске открыли мемориальную доску памяти заслуженного тренера России и Якутии по боксу Артура Пахомова. Барельеф установлен в доме, где жил Артур Иннокентьевич по адресу Петровского, 25/1. На торжественной церемонии присутствовали супруга, члены семьи, друзья и спортивная общественность республики. Также приехал главный тренер сборной Бурятии по боксу. Напомним, Артур Иннокентьевич за долгие годы тренерской работы подготовил множество талантливых спортсменов. За выдающиеся достижения в 2001 году Артур Пахомов был удостоен почетного звания «Заслуженный тренер России». В 2003 году был признан лучшим тренером Дальневосточного федерального округа. Мы очень близко были знакомы с Артуром Иннокентьевичем. Я считаю вообще его своим учителем. Он мне очень помогал, потому что когда я пришел в сборную со своим учеником, он, естественно, там был уже старожилом, уже был опытным профессиональным тренером. И он меня всячески поддерживал, давал наставления, советы. Я очень это ценю, хотя мы на ринге, мой ученик, мы конкурировали с его учеником, но он даже после таких сложных, тяжелых боев, он мне подсказывал. Большое спасибо нашим новостным коллегам. Мы продолжаем наш эфир. Тема нашего утреннего эфира – как обезопасить себя от мошенников. Об этом мы говорим с Антоном Коноплевым, управляющим отделением Национальным банком Республики Саха-Якутия по Дальневосточному банку России. Антон Анатольевич, вот часто можно где-то на просторах интернета встретить такие выгодные предложения, как обмены иностранной валюты. Стоит ли обращать на них внимание и является это еще одной из уловок злоумышленников? Да, такие предложения существуют, мы тоже отмечаем, что они появились, но здесь следует обратить вот на что. То есть предлагается низкий курс, да? Человек клюет на это дело, приходит, начинает контактировать, взаимодействовать. Во-первых, курс потом плавно-плавно начинает расти, и человеку в итоге либо предлагается, либо продается валюта уже по совсем по завышенному курсу. Если покупается наличная валюта, здесь есть риск столкнуться с фальшивыми банкнотами. Да? Такое тоже бывает. Не каждый, так сказать, сходу может определить подлинность банкноты. Вот. Ну, я бы хотел обратить внимание телезрителей, что подобные операции они являются правонарушением, и в случае попадания в поле зрения органов, правоохранительных органов, да, человеку грозит административное наказание. И какие-то базовые правила, может быть, безопасности, что делать, чего не делать, с каких номеров точно не поступают звонки от банка, чтобы как раз-таки не попасть в эту ловушку? Ну, номера, значит, известные. К сожалению, сейчас мошенники часто пользуются такой возможностью, как подмена номера. Да, прямо бывает, что звонок вам прямо от банка, от вашего банка, там, да, от крупного или не очень. Вот. Какое простое правило, как идентифицировать? Это интерес со стороны мошенников к вашим деньгам. Да? То есть предлагается их якобы защитить, якобы спасти, якобы там, возможно, там, заработать. То есть предлагаются какие-то операции с вашими деньгами. Вот это первые и главные признаки. Они прослеживаются во всех сценариях действий мошенников. Вот эти первые главные признаки, по которым сразу следует навострить уши и удвоить внимание. Да. Что стоит сделать? Положить трубку? Да, совершенно верно. Самое простое и самое правильное – это прервать разговор, позвонить по номеру, указанному на обороте карты, либо по номеру менеджера, который, возможно, у вас есть там прямой, и вы точно знаете, что вы попадете на менеджера банка. И после чего, значит, обрисовать ситуацию и получить разъяснение. Это самое правильное поведение. Не разговаривайте с незнакомцами. Да, можно так сказать. Потому что, да, Антон Анатольевич, большое спасибо. Действительно, очень полезная беседа в это утро. Я думаю, она как раз-таки будет полезна всем нашим телезрителям. А мы двигаемся далее. И выпуск новостей, новостями из сферы культуры дополнит сейчас Захар Никитин.
Доброе утро! С вами «Культурные новости». А это значит, настало время погрузиться в мир прекрасного. В конце июля в Якутск доставят точную копию исторического корабля «Дубель шлюпки Якутск», на которой осуществили свое легендарное плавание в 1735 году капитан Василий Прончишев и штурман Семен Челюскин, описывая берега и устья реки Лены и почти 500 километров береговой линии моря Лаптевых. Корабль будет передан в Якутский музей, об этом заявил министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Куприянов. Копия дюбель-шлюпки Якутск была создана для съемок исторического фильма «Первые» по произведению известного якутского писателя, драматурга Владимира Федорова «Созвездие Марии». Для празднования Исеха 2022 в местности Үсхатын будут обновлены все основные объекты Итюльге. Такое поручение дал глава Якутии Айсен Николаев в ходе выездного совещания Организационного комитета по подготовке национального праздника. На площадках, на которых пройдут мероприятия Исеха, проводятся ремонтно-восстановительные работы, в том числе будет перенесена площадка обряда «Встреча Солнца», построена новая сцена на театральной площадке, будут обновлены все указатели в местности Үсхатын, а также деревянная трибуна на спортивной площадке. Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге и Якутский музей имени Емельяна Ярославского подпишут договор о сотрудничестве и организации в 2023 году выставки «УС Уонна Ис. Декоративно-прикладное искусство народов Якутии». В Санкт-Петербурге будут выставлены уникальные предметы археологии XIX-XX веков из фондов Якутского музея, а также работы народных мастеров Якутии. Национальный художественный музей приглашает на выставку «Человек и его ландшафты» из собрания Московского музея современного искусства. В экспозицию вошли порядка 100 произведений из коллекции музея. Среди авторов Александр Родченко, Сальвадор Дали, Владимир Стенберг, Франциско Инфанте, Павел Пепперштейн и другие. Выставка «Человек и его ландшафты» обращается к теме видимых и воображаемых пространств, с которыми взаимодействует и ассоциирует себя человек. Выставка будет работать для посетителей с 4 июня по 17 июля. С 1 июня национальная вещательная компания «Саха» запустила трансляцию детского контента на якутском языке. Любимые детьми герои мультфильмов заговорили на языке Саха. В дальнейшем для детей создадут образовательные и развлекательные программы на родном языке, покажут новые якутские мультфильмы. В данное время малыши могут в 10 утра и 6 вечера посмотреть на телеканале «Мамонт» и на канале YouTube «Тюннюк Саха Кидс» мультфильмы «Фиксики» на якутском языке. В течение этого года планируется перевести мультипликационные фильмы «Малышарики», «Тима и Тома», «Маша и Медведь», «Три кота». На этом наш выпуск завершается. До новых встреч! Раньше считалось, что речь культурного человека не должна быть ёкающей. А как правильно говорить? Афера или афера? Опека или опека? В русском языке буква «ё» есть, но мы не всегда ее используем в письме. Лично я ее сама тоже редко пишу, как и другие устойчивые обозначения. И вот в рубрике «Говорим правильно» сегодня мы как раз-таки разберем эту букву алфавита. Доброе утро, дорогие телезрители! Буквы алфавита обычно нам очень привычны и крайне редко могут вызвать удивление. Но среди них есть одна такая, которая заслуживает написания целого романа или хотя бы повести. Это буква «ё». Чем же она удивительна? Во-первых, это буква, которая имеет свой официальный день рождения.
29 ноября 1783 года. С этой литерой очень тесно связано имя Николая Михайловича Карамзина, который использовал ее в первой своей книге стихотворного альманаха «Аониды». Во-вторых, в советские времена официально буква «Ё» пошла только при Сталине. А случилось это в декабре 1942 года, 12 декабря. В 1956 году Академией наук и Министерством высшего образования Советского Союза были изданы и утверждены правила русской орфографии и пунктуации. В этих правилах был целый параграф, посвященный употреблению буквы «Ё». Однако в реальном общении употребление буквы «Ё» оставалось необязательным. В-третьих, буква «Ё» содержится в тысячах фамилий граждан России и бывшего СССР, в географических названиях России и мира, в именах и фамилиях граждан зарубежных государств. И исчезновение буквы «Ё» из этих собственных имен грозит многими неприятностями. В-четвертых, это единственная буква, употребление которых нуждается в закреплении на государственном уровне, на законодательном уровне. И, наконец, в-пятых, у буквы «Ё» есть памятник. Этот памятник был установлен в 2005 году в городе Ульяновске, бывшем Симбирске, родине Карамзина. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Такая маленькая, но такая важная буква, которая, между прочим, может доставить немало проблем в юриспруденции. Обладатели буквы «Ё» в своем имени или фамилии должны быть предельно внимательными. Хотя по нормам русского языка допускается в некоторых случаях замена «Ё» на букву «Е», то в документах разное написание этой буквы может привести к серьезным проблемам. Могут вовремя не назначить пенсию или пособие, положенное от государства. Так что не зря существует в календаре дата, посвященная букве «Ё». И мы продолжаем вас просвещать. А в рубрике «Книжная полка», которая выходит у нас по вторникам, Нерюнгринская библиотека подготовила очередную рекомендацию для любителей чтения. Сегодня я хотела бы рассказать о книге известного российского автора Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». Вот эта книжка. Книга представляет из себя документальный роман. И этот роман такой интересный, даже бы я сказала, что он неординарный. А в книге описывается такая страшная, ужасная война, которая у нас происходила, гражданская война в Якутии зимой 1922-23 годов. И у автора два реальных героя. Это белый генерал Анатолий Пепеляев и красный командир Ян Строт. Каждая глава по очередности рассказывает о судьбах, о тех событиях, которые происходили, рассказывает то о Анатолии Пепеляеве, то о Яне Строде. И там нет никаких таких тон глав такой умеренный, да, там нет ничего, ни оценочной интонации нет. Поэтому даже кто сначала открывает книги, кто не знает историю, да, истинной гражданской войны, то даже мы не можем понять, где отрицательный герой, где положительный герой. Они как бы одинаково, он их рассматривает одинаково с точки зрения истории. Хотя тон такой умеренный, но в то же время накал страстей передается. Там постоянно интриги среди красных, они борются за власть, за престиж, а белые, они за свою идею, за царскую Россию. И в то же время у них интриги бывают из-за золота, из-за пушнины. Поэтому роман очень интересный. Я рекомендую эту книгу для чтения. Вот видите, эта книга много раз прочитана, даже вот наши читатели закладки сделали, потому что вот эта книга пользуется успехом, и это очень интересно. Кто интересуется историей, для них это будет как открытие.
Мы стараемся сделать наши эфиры полезными, познавательными и интересными не только для наших телезрителей. Мы и сами много чего нового узнаем. И для меня вот недавним открытием было то, что традиционное национальное якутское платье «Холодай», которое шьют в эти дни якутянки, готовясь к эсэху, совсем не исконный якутский наряд. Вот откуда возник так полюбившийся якутянкам фасон и какие модные тенденции нынешнего сезона, узнавала Туяра Филиппова. Для классического холодая у нас уходит в среднем 5 метров ткани. Вот, например, желтый насыщенный цвет. Он не просвечивает, ему не нужен подклад. Его можно скомбинировать, например, с сеткой фатина. Фатины можете выбрать оттенки. Опытный продавец Ольга Мартынова не только рассчитает количество необходимой материи на холодай, но и сориентирует покупателя в модных тенденциях нынешнего сезона. Сейчас очень модно делать бохо-стиль. Это, например, выбирается однотонная ткань за основу и добавляем вот на кокетку сюда и рукава, и еще байбары. Тогда очень здорово смотрится. Тоже абсолютно разные. Может быть, с якутским принтом. Но вот эта вот полоска нынче прямо тренд сезона. Продавцы и работники ателье не нарадуются. Покупателей в этом году как никогда много, ткани продаются рулонами, а заказы оформляются оптом. Да, в этом году вообще очень много заказов, потому что прямо все готовятся к эсэху, весь город, вообще вся республика. Самые расторопные модницы свои холодаи уже шили, и в эти дни лишь наводят последние штрихи к образу, подбирают аксессуары. Как давно шили, как давно готовитесь к эсэху? Уже с начала месяца на заказы дала, чтобы шили мне. Ага. А швею долго искали? Долго, все заняты были. Действительно, хорошую швею сейчас днем с огнем не сыщешь. Все заказы набраны до конца июня. Да и требования заказчиц, как говорят опытные мастера, стали очень взыскательные. Поэтому на работу приходится тратить изрядное количество времени. Больше всего предпочитают даже какие-то такие эксклюзивные вещи, да, где больше вышивок, где больше бисера, все расшито, все такое, с такими украшениями, но хотят выделиться своей оригинальностью и эксклюзивностью. И эта эксклюзивность, соответственно, и стоит дорого. Заказать платье холодай в этом году обойдется от 8 тысяч рублей. И это только за работу, без учета материала. Чем больше ручной работы, тем дороже. Мужчины рядом со своими спутницами тоже хотят выглядеть достойно. Очень много мужских камзолов стали заказывать. До этого я как-то мало делала, а в этом году очень много получается. Платье холодай по-настоящему переживает ренессанс. Кстати, холодай – это не исконно национальная одежда. Оно пришло из моды сибирячек и других губерний России. Изначально это были теплые платья подобного фасона и назывались холодай или холодайка. Отсюда и название. А начиная с 19 века холодаи прочно вошли в быт якутов. Его носили как дома, так и на праздники. Главное отличие – ткань. Для дома из простых, а для торжественных случаев выбирали нарядные, дорогие. Конечно, молодые люди в основном, им не хочется носить музейные вещи, им хочется что-то более современное, в то же время хочется быть, в эсэхе все-таки принято носить традиционную одежду. Поэтому хороший выход, одеть стилизованные холодаи, которым сейчас очень многие дизайнеры занимаются, предлагают всякие разные варианты. Сложился рынок хороший, разнообразный, состоящий из самых-самых разнообразных холодаев, и какого-то сценического плана, более упрощенный, более стилизованный. Так что выбор, мне кажется, огромный в этом плане. Сейчас популярность национального фасона платья подогревают и показы модных домов в Милане. Новая совместная коллекция Gucci с Adidas показалась якутским модницам уж больно похожей на якутские холодаи. У меня есть клиентки, которые имеют кучу нарядов именно якутских. И с каждым годом они обновляют свой наряд. Эсэх – праздник не только встречи лета, но и демонстрация всего самого лучшего, в том числе и изысканных национальных нарядов. И в этом году, судя по тому, как готовятся якутяне, будет на что посмотреть и чем восхититься. Туяра Филиппова, Артем Алексеев, Якутск.
Еще одно крупное событие, кроме эсэха, которое предстоит скоро в Якутске, это международные интеллектуальные игры, которые пройдут в этом году во второй раз. Игры состоятся из 3 ключевых мероприятий: международной исследовательской школы, также школьной научной конференции и традиционной олимпиады Туймада по математике, физике, химии и информатике. Более подробно о предстоящих играх мы поговорим с нашей гостьей Миланой Егоровной Федотовой, ответственным организатором конференции. Доброе утро. Здравствуйте. Для начала расскажите, что это за такие международные интеллектуальные игры, для чего они проводятся и для кого они проходят? Ну, во-первых, я хочу сказать о том, что в этом году город Якутск будет принимать второй раз международные интеллектуальные игры. И в этом году в рамках международных интеллектуальных игр, как вы говорили, будет как раз 3 мероприятия. Да? Вообще эти международные интеллектуальные игры предназначены для школьников. Причем, когда мы говорим школьники, мы имеем в виду не только старшие классы, да, но, возможно, это могут быть и юниоры, обучающиеся с 5-7 класса. Так как я отвечаю за конференцию, конференция у нас называется Международная научная школьная конференция-конкурс, то, конечно, мне, наверное, будет очень приятно сказать о том, что сейчас у нас идет как раз прием заявок на нашу конференцию-конкурс до 15 июня. И сами международные интеллектуальные игры, конечно, имеют глобальную цель. На самом-то деле наше подрастающее поколение – это такое креативное поколение, это умное поколение. Мы хотим, чтобы наши школьники уже начиная со школьного возраста научились выступать на международных конкурсах, конференциях, чтобы на площадках они делились своим опытом, своими изобретениями, своими исследованиями, чтобы они увидели как раз и проекты других ребят, не только из республики, но и регионов, и зарубежных стран. Ну вот статус международных интеллектуальных игр, предполагает ли оно хорошие знания английского языка? Ну, на самом деле, когда мы говорим о международных интеллектуальных играх, конечно, знание языка английского желательно. Но что касается того мероприятия, которое я курирую, эта конференция-конкурс будет проводиться на английском языке. Поэтому знание английского языка для нашего конкурса важно и нужно. Второй раз всего лишь проходит вот эти игры. Чем они отличаются от предыдущих? Что новые организаторы придумали в этот раз? А также, сколько стран, регионов также примет участие? Ну, так как я сказала уже, до 15 числа у нас идет прием заявок. Окончательные цифры подводить пока еще рано. Но я хочу рассказать статистику того, как проходила первая наша конференция в 2018 году. В 2018 году у нас было 85 участников. Они представили 7 докладов и представляли 7 стран. В качестве экспертов были ученые с мировым именем не только из России, но и вообще было из 9 стран. Также у нас было, кроме 28 экспертов, у нас было 2 наблюдателя из зарубежных стран. В этом году, я думаю, что количество участников будет больше. Возможно, зарубежные участники у нас примут участие не просто в очном формате. В этом году отличием является то, что можно принять участие и в дистанционном формате. Я считаю, что это наше главное отличие, да, то, что все могут принять участие либо очно, либо в онлайн-формате. Сейчас идет как раз отбор на первый этап, и с 15 по 20 июня наша экспертная комиссия будет работать, и не позднее 23 числа списки прошедших на заключительный этап будут вывешены на официальных сайтах как международных интеллектуальных игр, так и Малой академии наук и Северо-Восточного федерального университета. То есть сегодня последний день, когда можно подать заявку? Нет. Если мы сказали до 15, еще то и сегодня, и, соответственно, и завтрашний день включительно. Да. Для тех, кто только первый раз слышит об этом мероприятии,
Какие главные требования? Где можно найти более полную информацию и какой будет отбор для участников? Также могут ли принимать участие в этих международных интеллектуальных играх ребята с других улусов? Конечно. На самом-то деле международные интеллектуальные игры как раз это соревнования для школьников. И не просто для школьников, а для команд образовательных организаций. Да? Поэтому можно уже принять участие командами. Да? Из улусов уже есть заявки. Я надеюсь, что в эти последние сегодня-завтра заявок будет еще больше. Да? И ценза участников именно по нашему конкурсу конференции, начиная с 5 класса. И для того, чтобы подать, нужно предоставить аннотацию и видеовыступление на английском языке в соответствии с требованиями. Требования, конечно, размещены на наших официальных ресурсах, как Международных интеллектуальных игр, так и Малой академии наук. Но кроме престижа участия в таком мероприятии, какой главный приз, может быть, получат победители? Ну, на самом-то деле у нас в этом году конференция, конкурс будет идти по 4 секциям. Конечно же, в каждой секции у нас будут и победители, и призеры, то есть это будут и первые места, и вторые места, и третьи места. Да? Кроме этого, традиционно, как и в первых международных играх, у нас будет один гран-при нашего конкурса. Мы, конечно, кратко его называем Science Fair. И, например, в прошлых международных интеллектуальных играх вот этот гран-при конкурса взял обучающийся из Казахстана. Его зовут, я могу сказать, Нурдалет его зовут, да? Значит, он представил абсолютно замечательное изобретение. Это была умная перчатка, которая позволяла людям с ограниченными возможностями здоровья, в частности, тем, кто не может говорить, именно используя эти перчатки, разговаривать. После этого, после того, как он выиграл этот гран-при, значит, на призовые он создал 3-й прототип своего изобретения, да, и выступал в Аризоне. Сейчас он является студентом в Гонконге и как раз занимается компьютерными науками. Он, конечно, передает большой привет всем участникам международных интеллектуальных игр, желает, чтобы эти дни прошли плодотворно. Он считает, что именно МИИ, международные интеллектуальные игры, это образовательная площадка, где дети могут не только представить свои выступления и не только познакомиться, да, а увидеть, да, как их изобретения, проекты заинтересовывают других и, конечно же, получить бесценный опыт от экспертизы, от общения. Но мы тоже желаем в этом году, во-первых, побольшего количества участников, а также, чтобы у детей была такая потрясающая возможность использовать свои какие-то креативные новые данные, которые и было их с каждым годом все больше и больше. Большое вам спасибо за то, что вы пришли к нам в это утро и рассказали столько полезной информации. Я думаю, те, кто уже заявки подал на этот конкурс, они, может, кто-то из них даже сидит и гадает по звездам, как же сложится у них в дальнейшем на этих международных интеллектуальных играх. Ну а для тех, кто также верит, какие интересные события нам несет неделя, мы узнаем, что звезды нам нашептали. Для овнов это будет непростая неделя, в течение которой придется заниматься материальными и житейскими вопросами, связанными с местом жительства и недвижимостью. Все внимание будет сосредоточено на оформлении бумаг и контроле за бюджетом. Не исключены конфликты с окружающими людьми. У тельцов на этой неделе могут неожиданно вырасти расходы, связанные с незапланированными покупками. Несмотря на вашу уверенность в себе, заработать лишних денег не удастся. Придется включить режим строгой экономии или отказаться от спонтанных приобретений. У близнецов неделя будет заполнена деловыми встречами, поездками и командировками. Остро встанут вопросы заключения договоров, которые потребуют бдительности и внимательности. В период полнолуния появится беспричинная тревога. Постарайтесь провести этот день в уединении.
Раки – благоприятный период для отдыха, общения с близкими и совместных поездок на природу. Желательно провести это время с детьми или родителями, которые нуждаются в вашем внимании. В делах возьмите тайм-аут до следующей недели. В них все равно нет никаких перспектив. На этой неделе у Льва могут возникнуть свежие идеи, но вряд ли они получат поддержку у начальства. Хотя в коллективе единомышленников ваша инициатива будет оценена по достоинству. Возможно, это даст определенные бонусы в будущем. А пока просто уделите свое время себе любимому. У Девы наступает благоприятный период в личной жизни. В дни влияния полной луны возможны новые знакомства, романтические свидания и установление серьезных отношений с близким по духу человеком. В профессиональной сфере все стабильно. Весам следует притормозить с инициативами. Это не самый благоприятный период для начала новых дел и проектов. Постарайтесь запастись терпением и дождаться более подходящего времени. Старайтесь избегать конфликтов в семье. Скорпиону как никогда важно прислушиваться к своей интуиции и не принимать спонтанных решений, особенно если они касаются взаимоотношений с людьми. Не стоит никому доверять своих планов, если беретесь за какое-то важное дело. Остерегайтесь мошенников и недобросовестных людей. У активного и энергичного стрельца эта неделя пройдет на эмоциональном подъеме. Встречи с друзьями, поездки на природу, участие в различных развлекательных мероприятиях принесут истинное удовольствие и значительно пополнят запас энергии. К концу недели постарайтесь настроиться на рабочий лад. Трудолюбивые козероги на этой неделе смогут начать новый проект, о котором давно мечтали. Творческим представителям этого знака можно подумать о том, чтобы свое увлечение перевести в профессиональную сферу и сделать основным источником дохода. Сейчас для этого самое благоприятное время. У Водолея впереди новый жизненный этап, обещающий большие перспективы в профессиональной сфере и значительный рост благосостояния. Уже с начала этой недели можно начинать использовать открывающиеся перед вами возможности. Главное, не бойтесь начинать все сначала. У рыб на этой неделе возможны финансовые трудности, которые заставят задуматься о том, как лучше планировать свой бюджет. Откажитесь от спонтанных покупок и не бойтесь рисковать в поисках дополнительного источника дохода. К концу недели возможна судьбоносная встреча и зарождение новых отношений. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги с новостной службы с новостями республики, России, а также далеко за ее пределами. Доброе утро, вы смотрите новости. Подготовка к 8-м спортивным играм народов Якутии идет полным ходом. На стадии завершения находится универсальный комплекс борьбы в селе Мындаба. Центральной площадкой станет стадион на 5000 посадочных мест. Также идет строительство ипподрома. Жители Усть-Алданского улуса вовлечены в процесс по облагораживанию, благоустройству и озеленению в населенных пунктах, где будут проводиться спортивные баталии. Также завершаются подготовительные работы по размещению и питанию гостей и спортсменов соревнований. Из-за непредвиденных обстоятельств строительство многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса отложено до конца года. У нас получилось так, что почва у нас непригодна для больших конструкций, и поэтому пришлось заново запроектировать сезонное охлаждающее устройство и усиление свайного поля. Срок ввода 4-й квартал 2022 года. И мероприятия, которые должны тут произойти, будут перенаправлены на другие объекты. Также презентованы наградная атрибутика и спортивные формы игр народов Якутии. В основу дизайна медалей лег священный образ легендарного озера Мюрю. Расходящиеся волны из центра медали передают его сияние. Стилизованная эмблема игр в виде профилей молодого мужчины и женщины ярко вписались в неровный диск медали. Всего изготовлено 206 комплектов наград. Помимо этого, чемпионы и призеры получат статуэтки легендарного силача-богатыря Майгата Бертхара. Спортивные формы оргкомитета определены синим, а судейская форма – зеленым цветом. Паттерн на ткани означает волны воды, берегов и небес.
Путь театра в Якутии. Уникальная выставка открылась в историческом парке «Россия. Моя история» в преддверии старта Дней Александрийского театра. Она приурочена ко Дню России и Первому конгрессу национальных театров страны. В основу экспозиции легли выставочные материалы и сценический реквизит, предоставленный театрами и музеями республики. Так представлены архивные фотографии, афиши, декорации, костюмы и полученные награды. Экспозиция включает 12 секций. Я думаю, что наши театры потрудились на то, чтобы вот есть нам чем гордиться. Тот путь, который наши театры прошли, будет интересен всей Российской Федерации. Я думаю, что для средств массовой информации, средств культуры, вот это содержание нашей выставки послужит основой для того, чтобы дать, наверное, высокую оценку театральному искусству, которое сегодня находится на территории нашей республики. 15 июня в Республиканском медиацентре состоится пресс-конференция с участием организаторов, почетных гостей, членов жюри и участников третьего международного конкурса «Хэмэсист. Виртуоз мира». Здесь же пройдет жеребьевка участников. Напомним, что масштабное событие ожидается в Якутске 16-18 июня. За звание «Хэмэсист. Виртуоз мира» будут бороться 39 участников с 9 стран и 11 регионов. Победители конкурса определит международный состав жюри. 9 победителей удостоятся высокого звания «Хэмэсист. Виртуоз мира». На этом у нас все. Хорошего дня. Большое спасибо, Валерия. А теперь, если вы приступаете к завтраку, друзья, мы желаем вам не только приятного аппетита, но и расскажем вам гастрономические новости. Между прочим, в столице нашей страны в минувшие выходные открылся обновленный ресторан и Макдональдс под названием «Вкусно и точка». На кадрах можно увидеть ожидающих на входе жителей столицы у заведений на Пушкинской площади и на Красной Пресне, а также новое меню и работу сотрудников. По сообщениям СМИ со ссылкой на пресс-службу компании, всего в День России свои двери открыли для посетителей более 15 заведений. Напомним, что 16 мая Макдональдс решил уйти с российского рынка и объявил о продаже бизнеса. Позже бизнесмен Александр Говор, который управлял рядом ресторанов сети в Сибири и по франшизе, выкупил активы компании и стал ее новым владельцем. Меню обновленного ресторана осталось прежним, но названия блюд немного изменены. Из них убрана приставка «Мак». И нам интересно, вот захотелось бы нашим телезрителям посетить обновленный Макдональдс, если бы он открылся, допустим, на территории нашего города. Или бы вы все-таки предпочли бы свой национальный фастфуд-ресторан? Свои ответы отправляйте нам на наш телеграм-канал «Утро Якутии», переходите по ссылке по QR-коду, а также можете писать нам в личном сообщении по номеру 914-273-44-88. И вообще рассказывайте, что именно вы любите есть на завтрак. Ну а мы переносимся на завтрак. Многие кто-то уже позавтракал и перед тем, как выйти из дома, смотрит в зеркало и проверяет свою прическу. А вот похвастаться новой прической и избавиться от густой шерсти в рамках 18-й сибирской дальневосточной выставки племенных овец и коз на днях соревновались в мастерстве стригали со всего Забайкалья, Тывы и Республики Бурятия. Все подробности шоу по превращению мохнатой шубы в 5 килограммов отборной шерсти расскажем далее. Буквально 3-4 минуты и руно готово. Именно столько может понадобиться опытному стригалю для того, чтобы аккуратно остричь овцу, не повредив руно и кожу животного. Чтобы научиться стричь быстро и максимально чисто, заводчики начинают набивать руку со школьного возраста. Именно так, без единой царапинки, подстригла животное участница из Дульдургинского района. Однако женщина призналась, при стрижке овец порезы все-таки случаются. Конечно, такое бывает. Все равно же барашка не лежит же спокойно. Она двигается, дрыгается. А у нас на хозяйстве всегда ветеринарный врач рядом. Ну, кто, если больше поранен, так. А так мелкие порезы, конечно, бывают. В рамках выставки племенных овец и коз 3 июня работала и экспертная комиссия по оценке животных. Здесь же проходил мастер-класс по классировке шерсти, а также была представлена продукция для искусственного осеменения. Но самое главное, что представители племзаводов, научных центров Забайкалья и других регионов смогли обменяться опытом и наладить нужные контакты. Основная задача или цель участия нашей делегации – это, во-первых, познакомиться с опытом, а во-вторых, сегодня в Приморском крае стоит
стоит задача альтернативного разведения животноводства, в том числе и мелкого рогатого скота. И сегодня нашли уже контакты между научными представителями. Вот посмотрим, поработаем. Ну а результат, может быть, через год встретимся, результат уже доложен. Анастасия Сизикова, Константин Васильев, Восточный альянс, Забайкальский край. Да, у каждого региона свои особенности, и домашние животные разные, и природа отличается. Хотя у нас в Якутии есть те, кто занимается сельским хозяйством, они могут все. Круглый год выращивать огурцы за наше короткое лето, получить урожай клубники и даже арбузов. Я даже знаю, что некоторые садоводы-любители получают отменный урожай винограда и яблок. И вот, кстати, о яблонях. Они как раз сейчас зацвели. Якутяне даже знают, где в центре города Якутска можно увидеть цветущие яблони, и каждый год стараются запечатлеть на своих снимках эту красоту. А в скором времени, как обещают нам городские власти, яблони и вишни будут посажены вдоль проспекта Ленина, где сейчас идут ремонтные работы. Представьте, какая красота и благоухание будет в начале лета. И на таких вот замечательных кадрах, на такой прекрасной ноте, друзья, мы желаем вам доброго утра и прощаемся с вами, но только до завтра. Наслаждайтесь летом, которое у нас очень короткое. Не успеешь оглянуться, как закончатся эти летние теплые деньки. Друзья, хоть лето – это период отпусков, наша программа в отпуск не уходит. И каждое утро мы будем вам давать полезные советы, рассказывать последнюю актуальную информацию, а также делиться такими замечательными и прекрасными кадрами. Уже завтра вы узнаете, какой якутский фастфуд предпочитают жители нашего города. Также мы узнаем о выставке «Уксюкю», дадим ответы, как использовать яичную скорлупу для отбеливания и как правильно выбрать профессию по душе. Так что, друзья, встретимся завтра в то же время на телеканалах Якутия-24.